Демякш. Аттихадышын или мыштат. Аттила тхайиныча. Ну, хайенчан, тугря. Сейчас нет смысла отрицать очевидное. Практически в каждом магазине звучит одинаковая информация. Цены повысились на все. Так, килограмм сахара здесь еще 2 недели назад стоил 50 рублей. А сейчас это закупочная цена. Предприниматели реализуют уже за 60 рублей. А вот где выгоднее брать картофель, запутались все жители региона. Цены везде разные. В этом магазине ее дешевле не купишь. Килограмм за 70 рублей. Подорожало и сладкое, плюс 20% на все конфеты. Цены проверяющие сверяют с накладными, обращают внимание и на запасы. Примерно сахар, вот на сколько дней у вас есть что продать? Вот. На сколько дней, да? На сколько дней хватит вам? Ну, на неделю, может. На неделю, да? Так, с чем? Следующий магазин пользуется особым спросом в столице. Покупатели хвалят его за приемлемые цены. Однако сахар здесь оказался дороже, чем в предыдущем продовольственном магазине. 5-килограммовый мешок за 415 рублей. Это 83 рубля за килограмм. А вот картошка дешевле – 57 рублей. Ощутимо подорожал и чай. А крупы? Крупы, да, они, сахар, гречка, рис, все поднялось чуть-чуть, понемножку. Ну, 5% там, примерно вот так цена поднялась. А почему нет у вас гречки в магазине? Ну, нам им даже закупить негде сейчас на данный момент. Нету, дефицит, говорят, гречки. Не знаю, нету сейчас на данный момент гречки у нас. Это поставщики вам так Это объясняют? поставщики говорят, да. Производитель, сама Россия даже, вот масло, вот это все производит. У нас в России же производит. Ну, почему-то все подорожало, не знаю почему. А то, что иностранные завозят нам, завоз, они говорят за доллары. В целом на многие продукты держатся старые цены, делится хозяин магазина. Число больных коронавирусом сокращается, вот и спрос на цитрусовые сдает позиции. Апельсин оказался единственным, чья стоимость не только не повысилась, но и снизилась. Однако на ряд других фруктов, особенно импортные и экзотические, цены взлетели вверх. Это и ананасы, кокосы, манго, лайм. Подорожали и сухофрукты. Вот, например, я люблю покупать финики. Вот, допустим, финики были по 700 рублей, они сейчас стали 1275. Ну, видимо, это продукты, которые закупаются извне. Наверное, они стали дороже. А еще на какие продукты больше повысилось? Собственно говоря, какие-то добавки есть, присутствуют. Даже, например, хотя у нас производят эти шоколадные, там разные конфеты, да, на них тоже добавили. Ну, в малом соотношении, но добавили. Для бюджетного работника это немножко, конечно, дороговато. Далее рабочая группа мэрии «Магаса» по сдерживанию цен направляется в сетевые магазины города. То есть какие-то отдельные позиции я не могу сказать, что, допустим, именно на муку цена повысилась. То есть, ну, весь ассортимент где-то есть плюс. Но в основном продукты туда входят, да, которые цена, ну, где вы скупаете. Продукты, товары бытовой химии. Основную продукцию сюда поставляют из центральной России. Дефицита продуктов нет. В федеральных сетевых магазинах цены, как правило, ниже на продукты первой необходимости. Так, например, на сахар сейчас желтый ценник – 53 рубля. Прилавок был обновлен 16 числа, и в тот же день его разобрали, делятся продавцы. Также подсолнечное масло здесь можно приобрести дешевле, чем в других магазинах. Самое дешевое стоит 109 рублей. В то время, когда во всех других столичных магазинах меньше, чем за 150 рублей его не купишь. Правда, продавцы делятся, что цены меняются чуть ли не каждый час. Приходится часто обновлять ценники. Кстати, с ними сейчас приходится тяжко всем. И покупателям, и кассирам. Они все чаще начали разниться на прилавках и на кассах. Они имеют право покупать товар, который выставлен на прилавок по той цене, которая на прилавке стоит уже. Если им отказывают, это уже незаконный отказ. Конечно же, это идет нарушение. Они могут обращаться к нам с жалобой в администрацию населенного пункта, в прокуратуру. Мука, крупы, овощи и фрукты. Продукты, без которых едва ли обходится стол российской семьи. Заметно подорожала везде молочная продукция. Сахар, по данным Росстата, стал лидером по росту цен на продукты. Хлеб меньше, чем за 20 рублей не купишь. В общем, кошельки сужаются, а претензии к дороговизне продовольствия у граждан только растут. Если раньше средний чек на один полный пакет с социально важными продуктами можно было набрать за 1000 рублей, то сейчас на кассе покупатели вынуждены сталкиваться с чувством разочарования. 30-40% подорожали продукты. Как думаете, это ощутимо для нашего населения? Естественно, мы и так тяжело живем.
еще продукты дорожают. И, конечно, тяжело. Рейдовые мероприятия мэрия города начала с 6 марта. В оптовых магазинах цены считают более приемлемыми, в отличие от объектов розничной торговли. Примерно мы сравнили с 6 числа, 6 марта по сегодняшнее число, 17, там разница очень большая. Есть магазины, в котором завысили 2 раза, в 3 раза больше, можно сказать. Но в основном на эти продукты жизненно необходимые. Представители Роспотребнадзора, в свою очередь, призывают потребителей быть внимательными. Ажиотаж и резкое подорожание – повод для недобросовестных предпринимателей воспользоваться сложным положением людей. По стране уже наблюдаются случаи реализации некачественного товара за низкую стоимость. Есть случаи, когда под этот шумок, да, привозят товар или просроченный, или не того качества. Естественно, там цена будет, да, ниже, чем другие. Там многие люди, не обращая на это внимания, попадаются на эту уловку. Тоже просьба нашим потребителям обращали внимание, то, что вот товар, который они приобретают, там, на условия хранения, на наличие там, сроков годности, на наличие маркировки, сам вид товара. Ценовую политику торговых точек понять сложно. Все как один винят поставщиков. Они же жалуются на повышение стоимости горюче-смазочных материалов из-за сложной обстановки. Однако цены на топливо не повысились ни на рубль. Ну а производители объясняют высоким расходом на сырье, используемое на заводах, так как его приобретали у европейских стран. Правда, рабочие группы по мониторингу и сдерживанию цен намерены и дальше бороться с ненасытными предпринимателями. Диана Дударова, Асхаб Белакиев, Новости 24.